26 по 30 апреля в Москве прошел 6-й финал национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», на котором чествовали и ансамбли из Республики Абхазия. Гала-концерт и торжественная церемония состоялись 1 мая. В этом году нашу страну представляли сразу два детских коллектива – танцевальный ансамбль «Афыртын» из Гагры и фольклорный ансамбль «Самурзакан» при Доме культуры поселка Галхучи Тхуарчальского района. Прежде чем дойти до финала, ансамбль «Самурзакан» преодолел несколько отборочных туров. Еще в прошлом году, когда весь мир был охвачен пандемией, они приняли участие в этом конкурсе онлайн. Отправили видео с выступлением детей, после чего прошли во второй тур, который проводился уже в Сочи. Нам пришлось потом онлайн вещать это все. И в онлайн-фестивале-конкурсе мы одержали победу, диплом получили, чтобы на второй тур попасть на фестиваль в Сочи «Надежда Европы». Ну, мы поехали уже на фестиваль «Надежда Европы», там заняли специальный приз на приглашение в Москву. То есть финальная встреча произошла в Москву, которая называется «Будущее России». Проект «Национальная премия «Будущее России» стартовал в 2013 году. Премия является профессиональной и присуждается один раз в 1,5 года детям, молодежи и педагогам за творческие достижения в области культуры и искусства. Главная цель проекта – привлечь внимание общества к социальной роли дополнительного творческого образования. Финалистами премии становятся победители отборочных региональных конкурсов, на которых встречаются истинные самородки. Все многообразие талантов и дарований детей и молодежи. Премии отмечаются также педагоги, чья роль мудрых воспитателей неоценима в творческом становлении подростков. В этом году в фестивале-конкурсе «Будущее России» приняли участие более 3000 артистов, которые продемонстрировали свои навыки в пении и хореографии. Всего на сцену вышло около 150 коллективов из 170 городов России, а также ансамбли из Абхазии. На отборочном конкурсе коллектив из поселка Галхуч представлял 2 вокальных произведения – попурри из абхазских народных песен и русскую фольклорную песню «Любимый мой». Но по правилам финальной части фестиваля-конкурса коллективы могли выступить только с одним номером, и солисты ансамбля «Самурзакан» исполнили русскую песню. Русская народная песня под аккомпанемент абхазских народных инструментов не оставила равнодушными никого – ни жюри, ни зрителей в зале. В итоге Самурзакан из Тхуарчальского района стал обладателем премии в номинации «Народный вокал». Ансамбль «Самурзакан», мы попросим вас остаться и вручим вам диплом финалиста национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». И наши аплодисменты нашим уважаемым друзьям из Абхазии. От всей души мы поздравляем вас с названием финалиста национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». Конечно, ожидали, у нас были свои загажники, и получилось так, что мы получили этот главный приз. Дети в восторге, у них появились новые друзья, новые навыки, еще они хотят выехать, поехать, уже другие критерии открылись. Педагоги, здесь были коллективы, много коллективов, они подходили, мы обменивались своими контактами и своими мнениями. Есть дальнейшие планы, но пока сейчас о дальнейших планах не можем говорить, пока вот остановимся на этом фестивале. Есть, посмотрим. Дети поделились, что получили сильное эмоциональное впечатление от выступления в Москве в концертном зале Измайлова. По их словам, они понимали важность происходящего и ощущали ответственность, потому что представляли Абхазию. И победа тоже для них была важна. Они очень хотели, чтобы вся страна ими гордилась.
Было волнительно, конечно. Было трудно, мы все сидели, держали кулаки, нам было очень трудно, но пересилили, смогли выступить, выиграли. Первое время мы не верили, но уже когда нам вручили дипломы, вручили медали, также дали диплом нашей всей команде, все также сразу закричали, сразу было весело, атмосфера была не передать словами. Там было очень классно. Также мы болели за наших друзей, наших соотечественников, наших абхазцев, ансамбля «Афыртын». Они тоже выступали, танцевали. Мы были в Москве первый раз, много чего интересного увидели, много с кем познакомились, с разными национальностями. Нам было очень весело и классно. Мы побывали на Красной площади, увидели много чего интересного. Также просто так прогулялись по паркам, по улицам. Было очень весело, очень классно. Много шутили. Ну, детвора, сами знаете, они классные. Мы с ними очень много чего обсуждали, поприкалывались. Все такое обычное, как дети могут. И вот посмотрели на Красную площадь, на всякие достопримечательности Москвы. Нам было интересно много чего увидеть. Диплом финалиста национальной премии в области культуры и искусства в Москве также вручили народному хореографическому ансамблю «Афыртын» из города Гагры. Диплом финалиста вручается народному хореографическому ансамблю «Афыртын», город Гагра. Впервые в национальном конкурсе России принимал коллектив из другой республики. И вот они на сцене. Финалисты национальной премии России из Абхазии. И наши аплодисменты. Проходите сюда, проходите, ребята. Проходите сюда. Сюда проходите. Двигайте. Давайте им все вместе устроим аплодисменты Бую. Спасибо, друзья. Пожалуйста, в зал. Художественный руководитель ансамбля «Самурзахан» Михаил Джумути удостоился благодарственного диплома от организаторов фестиваля конкурса с формулировкой «За профессиональное воспитание и обучение молодого поколения в области культуры и искусства и верность своему делу». Педагог года 2020-2021, вот эта награда для меня это очень большое значит. И в дальнейшем буду стараться работать. Абхазское телевидение не раз рассказывало телезрителям о музыкальном ансамбле «Самурзахан», который уже много лет существует при Доме культуры поселка Галху Чудхварчальского района. Дети неоднократно принимали участие в различных музыкальных конкурсах, как внутри Абхазии, так и за ее пределами, занимая призовые места. Участие в финале российского конкурса и еще одна победа в творческую копилку коллектива. По возвращении на родину ансамбль приступил к своему обычному распорядку. Ежедневно проводят репетиции, изучают новые песни. Участие в подобных конкурсах очень важно для личностного развития каждого ребенка и творческого коллектива в целом. Это хороший опыт попробовать свои силы и возможность пообщаться со сверстниками. Дети чувствуют, что смогли сделать что-то значимое для своей страны. С поездкой в Москву ансамблю «Самурзахан» помогали, как говорится, всем миром, кто чем может. Руководство коллектива благодарит каждого, кто внес свою посильную лепту в организацию этого мероприятия. В первую очередь хочу поблагодарить президента нашей страны Аслана Георгиевича Бжаня. Аслан Георгиевич, спасибо огромное вам, что вы поддержали наш ансамбль «Самурзахан», чтобы они попали на таком грандиозном фестивале «Будущее России». Выражаю огромное спасибо лично от меня и от коллектива «Самурзахан» главе администрации Тхварчальского района Республики Абхазия дочери Сидору Шалудевичу. Слова благодарности хочу выразить отделу культуры Ажи Барите Изидоровне. Она очень много вложила, много поработала, чтобы мы попали и чтобы эта поездка свершилась. Не могу не подчеркнуть отзывы и помощи абхазской диаспоры в Москве во главе Беслана Борисовича Шакая. Низкий поклон вам, Беслан Борисович,
Спасибо бизнесменам Нодару Какубава, генеральному директору госкомпании «Абхазтоп» Джоку Арамазу за вклад в развитие культуры и его популяризации за пределами Абхазии. Благодарим депутату Пертая Кахазауревичу и Беслану Федоровичу Эшба. Они очень помогли насчет трансфера в Москве внутри. Они профинансировали детей с трансфером. Отдельное спасибо хочу выразить Министерству культуры. Огромное спасибо. Они очень помогли нам тоже с Абхазии выехать с трансфером до Адлера и обратно встретить их сюда и завести в нашу страну, наших детей. Родители тоже выражают благодарность всем, кто оказал ансамблю финансовую помощь, и в будущем надеются на такую же поддержку. Огромное спасибо сказать главе администрации Творческого района Исидору Шалодевичу. Без вашей поддержки, то, что вы сделали для этих детей, я в лице даже родителей, от родителей, выражаю вам огромную благодарность. Ну и самое главное, это родители этих детей, которые, несмотря ни на что, стоят с детьми рядом, все делают для того, чтобы дети развивались, пели. И, как я всегда говорил и говорю, это обязанность родителей, чтобы их дети выросли достойными сынами нашей страны. Самурзакан и впредь планирует участвовать в различных музыкальных конкурсах, а пока они выступают в Доме культуры, снимают видеозарисовки и тем самым популяризируют национальные песни и народный фольклор. Эсма Джигирбазору, Беклава, Абхазское телевидение.